Пострадавшим в результате схода лавин в Памире выделили помощь. Групповая драка в Худжанде завершилась поножовщиной. Таджикистан направит гуманитарную помощь Сирии. Президент США совершил неожиданный визит в Киев. Для семей пострадавших в результате схода лавин в Горно-Бадахшанской автономной области выделена финансовая помощь, сообщает администрация ГБАУ. Помощь выделена из фонда президента Таджикистана. Напоминаем, что средства на фонд президента перечисляются из бюджета страны и расходуется очень малая часть. Куда уходит основная часть 350 миллионов сомони, никто не знает. Каждой семье, потерявших своих близких, выделено по 40 тысяч сомони на каждую жертву стихийного бедствия, а пострадавшие граждане получат по 10 тысяч сомони, отмечается в сообщении. В Хароге в результате схода лавин 15 февраля погибли 16 человек и еще двое оказались погребенными под снегом в Анде. Таким образом, стихия унесла жизни 18 человек в Горно-Бадахшане. Из фонда президента для пострадавших в ГБАУ отправили 18 тонн гуманитарной помощи, которая в том числе включает 12,5 тонн муки, 2,5 тонны сахара, 1250 литров масла, 1250 килограммов риса, а также крупу и другие продовольственные продукты, а также одеяло, обувь и одежду. Сегодня в Харог прибыла правительственная делегация во главе с премьером Кахыром Расулзода, который дал поручение в скорейшие сроки построить новые дома пострадавшим. В городе Худжанде один из участников групповой драки применил финку. Теперь молодого человека ждет уголовное преследование. Как сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел Таджикистана, инцидент произошел 15 февраля текущего года на одной из улиц города Худжанда. Трое 19-летних жителей района Диваштичи города Худжанда вступили в конфликт с тремя другими жителями Диваштичи в возрасте 21, 22 и 23 лет. В ходе ссоры, которая переросла в потасовку, 19-летний участник драки ударил ножом финка в живот 22-летнего оппонента, который был госпитализирован. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 110 и 237 Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Ведется следствие, сообщает правоохранительное ведомство. Таджикистан отправит гуманитарную помощь Сирии. В пострадавшую от землетрясения страну будет направлено 55 тонн гуманитарной помощи в виде риса, муки, сахара, питьевой воды, а также макарон, растительного масла и других продуктов первой необходимости. Помощь также включает в себя теплую одежду, защитные маски, антисептические средства, сообщает КЧС Республики Таджикистан. По последним данным, около 5800 погибших зарегистрировано в Сирии от землетрясения, произошедшего на границе с Турцией 6 февраля. Турция, по последним данным, в результате стихийного бедствия, коснувшегося 10 турецких провинций, погибло 41 156 человек. Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден прибыл сегодня в Киев, столицу Украины, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Как сообщает офис президента Украины, после представления членов украинской и американской делегации президенты Украины и США пообщались в формате «с глазу на глаз». Владимир Зеленский отметил, что визит Джозефа Байдена – чрезвычайно важный сигнал поддержки для Украины и украинцев. «Большое вам спасибо, господин президент. Это значимый момент поддержки для Украины», – сказал он. Глава украинского государства подчеркнул, что лично Джозеф Байден и все американское общество с самого начала развязанной Россией полномасштабной войны были вместе с Украиной. Первый телефонный звонок с поддержкой Украины был из Белого дома. Благодарю за ваше лидерство. Благодарю также за двухпартийную поддержку, за поддержку со стороны Конгресса, отметил Владимир Зеленский.